Сен Байкуш, ты тоже ездишь, что ли, на общественном трассе? Эти люди начали просто усмехаться надо мной. На моем месте мог быть любой кыргызстанец. Некоторые говорят, что я там с ошибками где-то что-то выговариваю. Мой голос в колонках, в динамиках, он мне не нравится. Я же не носитель. Кийинки аялдама Достоевский, Шоокум көчөсү. Следующая остановка Достоевского. Улица Шоокум. Следующая остановка – «Кактус Медиа». Специально для наших читателей и зрителей. Друг попросил, я такой согласился, без проблем. А потом еще попросил, и еще вот эти партии, новые маршруты. И практически, получается, сейчас на всех автобусах звучит мой голос. Кийинки аялдама Тулпар көчөсү. Следующая остановка улица Тулпар. Некоторые говорят, что я там с ошибками где-то что-то выговариваю. Я же не носитель. Конечно, я проверяю, но иногда нет информации. Потому что нету таких ресурсов, как на английском. Там сразу можно написать pronunciation, то есть произношение, как правильно произносится то или иное слово. И такой слушаешь, окей, и повторяешь, воспроизводишь. А кыргызча нету стандартов. И кто как может, озвучивает, читает. На русском легче, потому что ты можешь лишний раз проверить где-то еще. Можно было бы сделать лучше, но всегда всем срочно надо, поэтому из-за скорости где-то могут быть ошибки. Мой голос в колонках, в динамиках, он мне не нравится, потому что мы себя слышим по-другому. Очень редкие какие-то озвучки, когда есть режиссер, когда есть какая-то творческая составляющая, интересный ролик, может понравиться моя озвучка, но как я звучу в общественном транспорте или как я звучу где-то в роликах, в основном мне это не нравится. Суперстандартный голос у меня. На моем месте мог быть любой кыргызстанец. Просто я учился в интернате, и я своим одноклассникам из-за дефицита учебника читал домашнее задание вслух, чтобы на следующий день они написали там изложение, домашнюю работу, чтобы они поняли. Фон Физин, недоросль. И я читал по русской литературе, по кыргыз адабияты. И мне кажется, это большой навык. Кроме этого, конечно, вокал, выразительное чтение. И я участвовал также в дебатах, в КВН. То есть эти публичные выступления также помогли. Кийинки аялдама Аджиматов Иманалиев көчөсү. Следующая остановка улица Аджиматова Иманалиева. Вокал классно раскрывает речевой аппарат. Я не хотел, по идее, покупать себе личное авто, по идее. Зачем занимать много места? И так в городе тесно, и тем более пробки. По-хорошему, если был бы классный общественный транспорт, я бы пересел бы на общественный транспорт. Иногда бывает, что люди узнают меня в общественном транспорте, потому что, многие в курсе, что это я, потому что я же озвучиваю не только общественный транспорт. Моим голосом сейчас звучат школьные звонки. Вместо звонков я объявляю о том, что следующий урок начинается. Даже силомеры, кто-то там их кыргызифицировал, и я их озвучиваю. Ты молодец, 1000 баллов. Поэтому ребята иногда узнают. Многие люди у меня начали
узнавать и говорить: «А, Сен Бакуш, ты тоже ездишь, что ли, на общественном транспорте?» То есть вместо того, чтобы, наоборот, поощрять это, то есть, типа, молодец, типа, ну, ты Эльмене вместе с народом ездишь на общественном транспорте, люди начали просто усмехаться надо мной.